Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения. В студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Сообщение о третьей сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. Третья сессия Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва состоится 5 августа 2020 года в 9:00 часов в зале заседания Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Регистрация членов Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан производится 4 августа 2020 года с 8:00 до 17:00 часов 5 августа 2020 года с 7:00 до 8:00 часов в здании Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан на 3-м этаже. Кабинет организационного отдела. Телефоны 221 98 35 221 12 47. В Таджикистане практически каждая семья делает заготовки на зиму, особенно в сельской местности. С появлением пандемии коронавируса, которая повлияла на экономическое положение во всем мире, отношение к этому вопросу в нашей стране кардинально изменилось. Таджикские хозяйки увеличивают не только объем консервированных продуктов, но и ассортимент. Консервирование плодов имеет важное значение для обеспечения круглогодичного и повсеместного их потребления населением, а также для общего увеличения пищевых ресурсов страны. Летом, когда доступно много различных фруктов и овощей, очень своевременно и правильно запастись продуктами, которые будут весьма кстати в зимнее время. В этом году урожай фруктов и овощей весьма обильный, поэтому в продуктах для консервирования трудностей не возникает. На рынках страны по доступным ценам можно приобрести экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, необходимую для домашних заготовок. В Хатлонской области к вопросу консервирования подходят с особой ответственностью и размахом. Представители областных отделов по делам молодежи и спорта и по делам женщин и семьи в городах и районах области организуют курсы по домашнему консервированию. Если по оценкам экспертов в других государствах граждане стали заниматься реже закрутками на зиму или вообще их не делают, то в Таджикистане к этому вопросу отношение кардинально другое. Многие хозяйки делают различные компоты, маринованные огурцы, помидоры, баклажаны, различные заправки, салаты, лечо, зверобой, варенье и многое другое десятками, а то и сотнями. В каждой семье имеются собственные проверенные временем рецепты, а также каждый год список рецептов пополняется. Для многих консервирование является семейным делом. Заготовка продуктов на зиму имеет большое значение в государственном масштабе. Напомним, в ходе рабочего заседания правительства Республики Таджикистан, состоявшегося 13 июля, президент страны Эмомали Рахмон поручил использовать возможности каждой семьи для домашней переработки фруктов и овощей, необходимой заготовки продовольственной продукции. Между тем, промышленные предприятия Сагдийской и Хатлонской областей в этом году в разы увеличили производственные объемы консервированной продукции. Для производства консервов используется качественное отечественное сырье, свежие фрукты и овощи, урожай которых в этом году в Таджикистане собирают в изобилии. Консервирование продуктов позволяет значительно сократить потери сельскохозяйственного сырья, обеспечить круглогодичное снабжение населения плодоовощной продукцией в широком ассортименте, снизить затраты труда и времени на приготовление пищи в домашних условиях. В зависимости от исходного сырья и требований, предъявляемых к качеству ожидаемого продукта, выбирают технологическую схему обработки или консервирования. Существует много способов заготовки плодоовощной продукции: сушка, замораживание, консервирование солью, сахаром, кислотами и так далее. Наиболее надежный метод сохранения продуктов в герметической таре с помощью тепловой обработки, стерилизации или пастеризации. Этот метод консервирования был придуман впервые Николаем Апером в 1810 году, и до сих пор этот метод является самым популярным и востребованным. Отметим, что все, кто занимается домашним консервированием, должны помнить о соблюдении необходимых правил стерилизации, которые обеспечат сохранность продуктов на долгое время без вреда для здоровья. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвах, новости. Разгар лета, столбики термометров показывают порой отметки около 35 градусов выше нуля по Цельсию. В данное время года специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания на открытой местности, дневных прогулок в промежуточное время с 11 до 17 часов. Ведь жаркую погоду тяжело переносят люди с болезнями сердца, хронического бронхита, сахарного диабета и других заболеваний. О профилактических мерах расскажет наша коллега Нигура Рахимова.
По сообщениям синоптиков, в стране днем воздух прогревается почти до 35 градусов по Цельсию. Если для кого-то это повод радоваться теплу, свежим овощам и ароматным фруктам, то для врачей повод для беспокойства. Ведь именно с наступлением жарких деньков сердца начинают биться учащенно. Главная причина сердечного трепета – негативное влияние жары на организм. Сердце в жару испытывает острый дефицит кислорода, который усугубляется испарением от асфальта, выхлопными газами от автомобилей, а при длительном периоде жары дефицит кислорода переходит в хронический. Сердце начинает работать с усиленной нагрузкой, и самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенной метеочувствительностью ухудшается. Особенно страдают от жары пожилые люди и дети. Жаркая погода, в основном повышение температуры за пределом 27-28 градусов, уже больше 30, это влияет на то, что у человека, даже у здорового человека, там больше испаряется жидкости. Это приводит к тому, что сгущается кровь, повышается температура тела, повышается частота сердечных сокращений, и повышается артериальное давление, и изменяется тонус сосудов. Это все приводит к тому, что повышается нагрузка на сердце, и это все влияет так на общий организм. И особенно в жаркую погоду, там пациенты, которые страдают ишемической болезнью сердца, они больше подвержены жаркой погоде. У них больше сгущается кровь, и у них это из-за того, что у них уже есть изначально болезнь в коронарных сосудах, и у них получается так, что сгущается кровь, и это приводит к тому, что тромбируются сосуды коронарные, и это риск тромбоза этих сосудов высокая. Врачи рекомендуют, чтобы утолить жажду и избежать всех неприятных возможных последствий высоких температур, нужно пить прохладный зеленый чай. Кроме того, количество потребляемой воды необходимо увеличить в 2 раза, то есть до 2-3 литров ежедневно. Пациенты, которые страдают ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией, они должны не находиться в жаркую погоду, и они должны уменьшать физическую активность и побольше пить жидкости. Они должны принимать такие препараты, которые аспирин, например, кардиомагнил. А если появятся какие-нибудь симптомы, боли за грудиной, симптомы ишемической болезни, боли за грудиной, или повышение артериального давления, или немедленно надо обращаться к врачам. Свежие соки и ягодные морсы отлично утоляют жажду и снижают чувство голода, восполняют организм витаминами и минералами. Натуральные кисломолочные продукты, дугоп, кефир и другие, кроме того, что помогают пищеварению, утоляют жажду, а также чувство голода. Особое внимание в жаркое время нужно уделить детям и престарелым людям. Необходимо ограничить время их пребывания на воздухе во время максимального дневного прогрева. Телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами, будьте здоровы и до встречи.